Доброе утро! Просыпайтесь вместе с нами. Предлагаем вам заварить крепкий чай, кофе, ну или что-нибудь еще и просыпаться вместе с нашей программой. 26 марта на календаре, последний рабочий день для многих, пятница. Это не может не радовать. Катерина Винокурова, Степан Федоренко. Встречаем это утро вместе с вами. Да, и не только мы, но также наши коллеги, которые сейчас находятся в славном, маленьком, уютном, замечательном городе Ленске и знакомят нас уже второй день с этим городом. Сегодня они расскажут нам о неравнодушных жителях города Ленска, познакомят нас с замечательными людьми этого города, болеющими за свой край душой. Также узнаем, как жители города ждали открытия новой бани. Расскажем про удивительные мироточащие иконы, а также много других интересных фактов и о жителях, и о самом городе Ленске. Оставайтесь с нами, и все это и не только впереди ждет вас в ближайший час. Ну а пока о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 27-33 градуса. В Заречной группе 30-36 градусов мороза. В южных 9-13, в Вилюйской группе 11-14. В Нижнеленских до 18 градусов мороза, в западных 7-14. В Колымы-Дигирской группе 25, местами 35, в Янских 24, 36 градусов. На северо-западе 14-31. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 30 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в городе Якутске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 6-8 градусов мороза. Роскомнадзор скорректировал правила регистрации в социальных сетях. И в студии наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Как же теперь регистрироваться? Случай на самом деле удивительный, так как ведомство, наверное, впервые в своей практике не ужесточило требования, а наоборот ослабило. Там посчитали, что указывать при регистрации в социальных сетях место жительства, либо же паспортные данные уже перебор, и все остановится на том, чтобы указывать номер мобильного телефона для привязки и свою электронную почту. Ну а теперь главным событием. Эпидемиолог назвал допустимый перерыв между двумя прививками от COVID-19. Он составляет 6 недель, заявил замдиректора Центра НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РАН Александр Горелов. При этом он уточнил, что второй компонент нужно получить обязательно. В стандартной же процедуре все 3 российские вакцины предполагают введение 2 компонентов препарата с промежутком в 2-3 недели. Школьники из Якутии стали первыми гостями Центра профнавигации университета МИСИС в Москве. Физико-технический лицей имени Ларионова в 2015 году стал базовой школой Российской академии наук. В этом же году в лицее запустили профобразовательный проект. Старшеклассники побывали в ведущих вузах Казани, Владивостока, Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году прием студентов в МИСИС будет проводиться по новым правилам, утвержденным Минобрнауки. Прием документов начинается с 20 июня. Автозимники Якутии начнут закрывать в апреле месяце. По информации Центра управления регионом, на трассе Сибян дорогу намерены закрыть 15 апреля. На трассах Яна, Индигир, Верхояне, а также Усть-Куйга, Депутатский, Белая гора, Булун, Алазея и Мома движение закроют 20 числа следующего месяца. Автозимник на дороге Арктика планирует завершить 25 апреля. До 10 мая должны быть закрыты движения по дороге Усть-Куйга, Казачьи Кресты. Погода в Якутии каждую неделю подкидывает сюрпризы, поэтому сроки могут изменить в зависимости от фактической температуры. На сроках завоза угля для нужд районов республики сказались сбои в работе на угольной шахте Джибарики-Хая Тампонского района. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера региона Дмитрий Садовников. По его словам, для нужд коммунальщиков завезено почти 85,5% топливно-энергетических ресурсов.
В прошлом году эта цифра достигала 90%. На снижение показателей повлияли сбои в работе угольной шахты Джибари-Кихая. При этом проблема на сегодня все еще не решена, поэтому часть угля доставят в период навигации. Выезжала рабочая группа правительства, отметила то, что такая ситуация сложилась, и было рекомендовано, чтобы максимально в короткие сроки технику ввести и работу разреза вести плановый режим. Но, к сожалению, это не исполнено, не выдержано, вернее. И сегодня разрез с опозданием приступает к своим функциональным обязанностям, и мы наблюдаем то, что часть угля будет завозиться в навигацию. Естественно, это будет удорожание для ресурсоснабжающих организаций, но при этом и Министерство промышленности республики, и правительство будут находить пути решения для того, чтобы цена вопроса отпуска угля с этого разреза была немножко, как говорится, скорректирована на понижение. Праздничный концерт «Грани алмаза», приуроченный ко Дню работника культуры, прошел в Доме культуры Юрия Гагарина в Якутске. Мероприятие ежегодное, проходит в 5-й раз. Участниками стали коллективы из Амгинского, Намского, Горного, Мегино-Кангаласского, Анабарского, Оленёкского районов и города Якутска. Также чествовали победителей всероссийских конкурсов и фестивалей по итогам 2020 года. За вклад в развитие культуры и искусства, а также за высокие достижения в конкурсах и фестивалях все творческие коллективы наградили дипломами Министерства культуры и статуэтками «Грани алмаза». Мы студенты с 1 по 4 курс. Это студенты, которые все 4 года учатся на музыкальном отделении и, конечно, занимаются в мужском хоре, играют в оркестре народных инструментов, занимаются всеми предметами, которые изучаются там. Ну и наш коллектив попал в номинацию «Грани алмаза». Ну, в данный момент у нас план, во-первых, 27 апреля, День Республики. Потом у нас День Победы впереди, День песни в конце мая. Ну и, конечно, летний цех. Готовимся! Ура! К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Вот так вот замечательно работники культуры празднуют свои праздники. Ну а теперь пора подключиться в город Ленск, откуда с нами на связи наши коллеги. Выходят Полина Долинская и Руслан Ачиров. Полина, Руслан. Доброе утро, ребята! Доброе утро, наши телезрители! Мы начинаем наш второй съемочный день в городе Ленске и начинаем его подобно первопроходцам. Действительно, мы можем сейчас ощутить себя как люди в те времена. Во времена ямщиков, во времена, когда лошадь это было единственное средство передвижения. Ну, я думаю, что в те времена люди были очень активны, поэтому им не нужна была утренняя зарядка, в отличие от нас. Поэтому мы предлагаем сделать зарядку вместе с нами. Здравствуйте, меня зовут Николай Панков. Являюсь чемпионом России и рекордсменом России в 2 номинациях силового вида спорта. Сейчас я для вас покажу комплекс упражнений гиперэкстензия, направленный на поясничный отдел. Показываем технику. На вдохе корпус опускаем, спину не округляем. На выдохе выполняем подъем. Упражнение выполняется не спеша, подконтрольно. Выполняется в 5 подходах по 20-15 повторений. Вторая вариация данного упражнения направлена на ягодичные мышцы. Выполняется оно с круглой спиной. Показываю. Здесь мы спинку наоборот расслабляем и поднимаем корпус только за счет ягодичных мышц. Также выполняется на 20-30 повторений, 4-5 подходов. Следующее упражнение на спину у нас выполняется на тяге верхнего блока. Показываю. Берется широким хватом за рукоятку. Руки в локтевом суставе полностью не разгибаем. Подтягиваем до груди, спина чуток откинута назад. Точно так же на вдохе
Поднимаем руки, на выдохе тянем к груди. Выполняется на 20-30 повторений, также 4-5 подходиков. Так, следующее упражнение у нас будет на ягодичные мышцы, приседания с гирей. Показываю технику. Встаем над гирькой, носочки точно так же слегка врозь, ножки чуть-чуть шире плеч, спину держим ровно. На выдохе встаем, на вдохе с отведением таза назад приседаем. Вес подбирается такой, чтобы мы могли выполнить на 20-30 повторений. Выполняйте данный комплекс упражнений каждое утро. Будете здоровы и заряжены на целый день. Доброе утро. Ну что ж, какая мощная зарядка у линчан, даже целая тренировка, я бы сказала. Ну, если будете делать именно такую зарядку, будете как вот наш тренер Николай Панков из Ленска. Но не мудрено, ведь спорту в Ленске уделяют особое внимание. Ну, а мальчишки начинают играть в хоккей чуть ли не с того момента, как начинают ходить. Есть много разных видов спорта. Футбол, дзюдо и баскетбол. На сердце моему милей спорт под названием хоккей. Мы сейчас находимся на ледовом корте. И вот сзади меня уже тренируются мальчишки. Хоккей для них – это целая жизнь. Звук клюшек и скрежет коньков. С утра ледовая дружина ведет суровый бой. В шлемах, как рыцари, ребята забивают в ворота шайбу за шайбой. Юные хоккеисты отмечают: без ярких атак, без ловких приемов и точных пасов себя уже в школе не представляют. Чем вам нравится хоккей? Расскажите, пожалуйста. Потому что мы играем, нам весело, тренируемся всем. Команда, тут, как все друзья. Вчера 3 гола забил. С летом вы скучаете по хоккею? Да, скучно, хочется поездить по льду, потренироваться. Саша Васильев каждый день приходит на тренировку с папой. Ему же 5 лет. Профессию не выбрал, не думал, но с хоккея уже не собьют. О, Саша, доброе утро! Доброе утро. Ты когда встал на коньки? 2 года назад. И ты не боишься? Нет, А чем тебе нравится хоккей? мы катаемся с друзьями. Ленский район подает отличный пример. Уже много лет здесь действует специальная программа. Все спортивные занятия для всех желающих бесплатно. Здесь к спорту особое отношение. Ленский район поддерживает здоровый образ жизни и без теории активно внедряет все это в жизнь. Такой пример, да, вот я считаю, показательный, потому что, вот, конечно, вот сейчас то, что бесплатно, это просто удивительно. Как вы почувствовали, что нужно это сделать, допустим? Ну, на сегодняшний день как бы население понимает, что спорт бесплатный, да, и также очень много наших гостей, которые приезжают в город Ленск, удивляются этому, когда есть по всей России тенденция, например, что в тренажерный зал мы обязательно должны там абонемент купить, а у нас вот приходит просто в зал человек, там свободное посещение, человек может прийти, пробежаться, в тренажерный зал посетить, и это все все это абсолютно бесплатно, и как сказать, ну, это мода. Сегодня же спорт – это мода. Быть спортивным модно, и мы бы хотели, чтобы наше население в первую очередь было здоровым, да, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Ледовый корт работает с 2014 года. Ежедневно здесь собираются любители погонять клюшкой по льду. Есть даже группа за 40+. Хоккею все возрасты покорны. Тренер Виктор Михайлович – коренной житель Ленска. Взял в руки клюшкой в 6 лет. Теперь передает свой опыт молодым. И ваше самое главное наставление? Терпение. Терпение. Родителям очень большое терпение. Родители, очень много хороших родителей, которые, не жалея своего времени, водят детей. И утром, и вечером, и в обед занимаются с детьми. Вот я желаю, чтобы все родители такие были, чтобы занимались детьми, а не другими своими проблемами. Тренеры и все те, кто увлечен хоккеем в Ленске, отмечают: хоккей – особая школа жизни. Дети учатся не только любить этот спорт, но становятся теми, о ком слагают песни. А это главный урок. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Если вы устали от рабочих будней и от повседневных забот, то нет ничего лучше, чем просто сходить и попариться в баньке. За моей спиной сейчас находится одно из самых долгожданных заведений города Ленска. Это городская баня. Давайте же познакомимся с банькой поближе. Почему эта баня так долгожданна жителями Ленска?
С 2014 года баня не работала. В прошлом году в марте началась реконструкция, и 25 декабря мы открыли. Жители города были очень рады, очень много посетителей. Сегодня 3 месяца, за 3 месяца прошло около 3000 человек. На нашей бане 2 парилки, мужская и женская, и 2 котла. Моя обязанность поддерживать температуру хорошую в парильном помещении бани, в женском и мужском отделении 2 печки. Насколько часто приходится подкидывать дрова в печь? В течение смены это 12 часов. Затапливаем раньше на 2 часа до открытия бани, чтобы было готово. И вот за 12 часов уходит где-то порядка чуть больше полкуба дров. Это 0,6-0,7 куба, вот так вот. Ну вот мы за вашей спиной видим поленницу. Вот это на один день или? Примерно на день, остается маленько. Это распредузел. Здесь находится все здесь и отопление бани, и подогрев воды. А вы помните ту старую баню? Ой, помню, конечно. Я здесь уже 40 лет живу, больше. Долго стояла она. Вот, мы сделали, наконец-то. Все довольны. Кто ходит, все довольны. Что касается тарифов, то взрослый билет на 2 часа стоит 300 рублей, детский 180 и для инвалидов 1, 2, 3 группы и многодетным мамам 150 рублей. Также участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны могут посещать баню бесплатно. Много, не надо, горело хорошо. Так, примерно. Друзья, сейчас Владимир Анатольевич подбросил дрова в печь, и я думаю, я не могу не воспользоваться этим моментом. Так, сегодня мы были на реке, на санях. Я думаю, можно согреться и даже сходить в баньку. Сейчас мы находимся в раздевалке в бане. И тут у каждого есть шкафчик, получается, на 25 человек. И есть кулер с водой. Место специально для отдыха, где люди могут посидеть, чай попить. Ну что, сейчас я приму баньку, соответственно, открываю кабинку. Могу разместить там свои личные вещи и быть спокойным, и как бы расслабиться и уйти от повседневных забот. Класс! Здорово! Вот такая вот она долгожданная ленская банька. Действительно, очень все удобно, хороший жар, хороший пар, дровяная печь. Что еще нужно для того, чтобы продуктивно начать рабочий день или отдохнуть после рабочей недели? Друзья, с вами был Руслан Ачиров, Семен Афанасьев, город Ленск, специально для «Утра Якутии». Великолепная баня. Белой завистью завидую Руслану, завидую жителям города Ленска. С такой баней, да, она с такими условиями, я думаю, баня будет востребована, с таким персоналом опытным. Да, тем более, по-моему, специально для Руслана ее затопили. Затопили, да. Ну а наряду с баней в Ленске появился еще один долгожданный объект. Это детский сад, причем оборудован он по всем современным требованиям для дошкольных учреждений. Новый детский сад на 315 мест в Ленске – это диковинка для образования Ленского района. Фундамент образовательного учреждения был заложен еще в 2016 году. О том, как сейчас обживаются маленькие ленчане, мы узнаем в следующем сюжете Анны Кожевниковой. Вырос в поле теремок. Как в сказке, на замену старому построили новый теремок. Ведь предыдущим жильцам было тесно, да и стареньким стал домишко у маленьких хозяев. А теперь большой, просторный, трехэтажный, с лифтом и отдельными медицинским и кухонным блоками. Образовательное учреждение, как говорил еще один литературный персонаж, строили и наконец-то построили. Это один из долгостроев Ленского района, открытие которого порадовало всех. В нашем детском саду уже 13 групп. У нас открылись 2 группы, получается, компенсирующей направленности. Это логопедическая группа и группа коррекционная. Также мы открыли группы сейчас оздоровительной направленности.
А для занятий в этой группе закуплены специальные детские тренажеры для формирования правильной осанки, предотвращения плоскостопий и комплексного укрепления мышц. В детском саду работает 3 логопеда и дефектолог, что редкость для Ленска. Уникален детский сад «Теремок» и еще одним проектом. Он является пилотной площадкой образовательной программы для детей от 1,5 лет «Первые шаги». Строят башни, ездят на детском автотранспорте, кормят кукол. Детский садик «Теремок» единственный в Ленске, где есть группа раннего развития. Сюда ходят дети 2019 года рождения. Сейчас детский сад оснащен в соответствии со всеми федеральными образовательными стандартами. Например, кабинет психолога уникален на весь Ленский район. Этот кабинет больше как сенсорная комната. У нас есть сухой бассейн, пуфики, где дети лежат. У нас есть еще прожектор, где высвечиваются картины, и мы с детьми воображаем. Можем полетать в космос. Есть песочные планшеты, кинетический песок и интерактивный стол. А также набор Фребеля и специальный набор психолога. Помимо этого в детском саду имеется направление дополнительного образования, где дети изучают культуру народа Саха. Обеспечены все необходимой методической литературой и педагоги. Как сказал на открытии Айсен Николаев, этот детский сад должен стать образцом не только на уровне Ленского района, но и республики. Качественное дошкольное образование можно предоставлять только в специализированных, хорошо построенных, соответствующих всем требованиям современного человека зданиях. И вот сегодня такое здание здесь в Ленске появилось. Это один из самых крупных детских садов у нас на территории республики. А так как у детского сада «Теремок» есть все для того, чтобы стать лучшим, его руководство будет к этому и стремиться. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Знаешь, о чем я мечтаю больше всего на свете? О чем? Вернуться в детский сад, чтобы кормили. Я бы тоже не против. 4 раза в день, еще и дневной сон был, да. Самое главное, да, в нашей профессии особенно. Ну, а одному из старейших населенных пунктов Ленского района Якутии, поселку Витим, исполнилось 400 лет со дня основания. Да, в Ленском историко-краеведческом музее открылась экспозиция, посвященная Витиму. У нас есть возможность познакомиться с этой выставкой в нашей рубрике «Музейный гид». Доброе утро! В этом году поселку Витим исполняется 400 лет. Это один из самых старейших поселков нашей республики. Данная фотовыставка была собрана из разных источников. В основном это Витимская школа. При Витиме есть музей школьный, очень хороший. И, конечно же, наш Ленский историко-краеведческий музей из фондов нашего музея. Далее, значит, выставки нам представил протоиерей Анатолий Астафьев, корреспонденты газеты «Ленский вестник». Ну и, конечно же, главная основа этой выставки составляет коллекция из фондов, из архивов Амузинского Михаила Павловича, витимца-краеведа. Сейчас мы находимся в зале русской культуры и быта. Здесь у нас продолжение выставки, только выставка у нас переходит в выставку предметов. Витимские были. Эта выставка полностью состоит из нескольких коллекций разных лет Амузинского Михаила Павловича. На этой выставке можно увидеть различные предметы, включая советского периода, в основном советского периода. Это идеологическая символика, пионерия, комсомол, коммунизм. Это предметы мелкие, такие как коллекция, например, нумизматики, это самовары и многое-многое другое. Данная выставка будет проходить в нашем музее до конца 2021 года, поэтому мы с удовольствием ждем всех желающих прийти к нам, посмотреть, окунуться в прошлое поселка Витим. А наш утренний эфир продолжает рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке», в которой мы знакомим вас с интересными фактами, которые произошли в Якутии за 20 лет в новом тысячелетии. И на этой неделе мы говорим о культуре. Да, и сегодня предлагаем вам интересные факты о замечательном актере Степане Петрове. Уже будучи в преклонном возрасте, он впервые сыграл в кино и завоевал любовь зрителей. Смотрим.
Степан Дмитриевич Петров – один из символов якутского кино. По образованию он тракторист, по призванию – актер. Всю жизнь прожил в селах центральной части Якутии. Работал на тракторе, потом водителем, а в свободное время стремился на сцену. Участвовал в художественной самодеятельности, играл в Народном театре. Шли годы. Казалось, ничего нового уже в жизни не будет. Но в 21 веке началось бурное развитие якутского кинематографа. Первое приглашение сняться в полнометражном кино Степан Дмитриевич получил в 73 года. Фильм «Царь-птица» получил гран-при Московского международного кинофестиваля, а исполнитель главной роли проснулся знаменитым. Год спустя Степан Дмитриевич снялся в комедийной драме «Надо мною солнце не садится». Картина завоевала приз зрительских симпатий на Московском кинофестивале и Шанхайском международном кино и ТВ-фестивале и ряд других наград. Известный актер по-прежнему живет в маленьком селе Кюрдем, сам выполняет тяжелую домашнюю работу, а свой успех в кино считает счастливой случайностью. Да, действительно, за последние 20 лет кинематограф Якутии прошел большой путь. Только за последние 6 лет несколько десятков фильмов снято якутскими режиссерами, и они завоевывают огромное количество российских международных наград. Да, уже даже международные как-то признание идет. Ну что ж, спасибо всем, кто в этом участвует. Степану Дмитриевичу желаем здоровья, долголетия, новых творческих идей, прорывов, решений. Ну а всем нам интересных фильмов. Ну а в нашей постоянной рубрике «Пусть мама придет» мы сегодня познакомим вас с необыкновенным мальчиком Богданом. Ему недавно исполнился год, и мы бы очень хотели, чтобы его самая заветная мечта обязательно сбылась, и у него появились мама и папа. Здравствуйте, давайте будем знакомиться. Нас зовут Богданом, нам 1 годик и 1 месяц. Мы хорошо спим, у нас хороший аппетит, мы уже умеем кушать с ложки, любит внимание окружающих, любит, когда с ним разговаривают, хорошо идет на контакт. Пока мы еще не ходим, но все поправимо. Доброе утро! 26 марта на календаре. Все оказывается, ровно 15 лет назад появилась социальная сеть «Одноклассники». Сидишь там, кстати? Катя, я, знаешь... Нет, я не сижу в социальной сети «Одноклассники». Тебя очень смешит слово «одноклассник». Да, моя мама там сидела раньше, но сейчас перешла на Инстаграм. Мам, привет. Ну, значит, ты не проходил опрос, который на днях провели как раз-таки «Одноклассники» о поведении пользователей в социальных сетях, о том, как изменилось со временем
эта сеть. Так, 84% опрошенных отметили, что пользуются социальными сетями от 10 до 15 лет. 55% респондентов рассказали, что первой социальной сетью, в которой они зарегистрировали свой профиль, были именно Одноклассники. Вот, кстати, да, я начинал, по-моему, свою жизнь в социальных сетях как раз с Одноклассников тоже. Я вхожу в эти 55%. Ну а какими еще датами и событиями знаменит сегодняшний день, мы узнаем в нашей рубрике «Даты и события». – 26 марта – Фиолетовый день или Международный день больных эпилепсией. Дату придумала 9-летняя девочка, страдающая этим заболеванием, чтобы показать другим людям, что она ничем не отличается от них. По народному календарю туманы в этот день предсказывали дождливое лето. Принято было выходить на рыбалку, считалось, что сегодня хорошо клюет. 26 марта 1328 года Иван Калита получил от хана Узбека ярлык на княжение Костромское, а также титул князя Новгородского. 26 марта 1828 года состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта. Композитор написал более 1000 произведений. В 1937 году в этот день установили первый в мире памятник мультипликационному герою, моряку Папаю. 26 марта 2003 года под поверхностью Марса обнаружили большое замерзшее море. 26 марта 2006 года начала работу социальная сеть «Одноклассники». Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ основал русский веб-разработчик. В 1949 году в этот день родился Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист. 26 марта 1951 года родился Алексей Булдаков, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. В 1985 году в этот день увидела свет Кира Найтли, британская актриса. Именины в этот день празднуют Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай и Терентий. Степа, знаешь ли ты, кто из представителей массовых профессий России зарабатывает больше всех? Наверное, люди, которые работают в компании, где мечты сбываются, ну и разные нефтяники, например, нет? Ну, они, конечно, хорошо зарабатывают, но по данным аналитического центра Авито работа, из числа массовых профессий, оказывается, больше всех зарабатывают стоматологи, замерщики и барберы. Так, стоматологи, понятно, барберы тоже может быть, ну хотя не замерщики, кто это, что они делают? Вот об этом как раз-таки мы узнаем в рубрике «Моя профессия». Доброе утро, меня зовут Эрчим. Я являюсь соучредителем барбершопа No Humble и в совместительстве барбером. Я стал барбером в тот момент, когда мы и открыли барбершоп. Соответственно, мое обучение проходило здесь, и сейчас я работаю в полную силу. Барбер должен быть коммуникабельным. В первую очередь он должен быть профессионалом своего дела, должен любить свое дело. Ну и всегда учиться, всегда не бояться делать что-то новое, быть творческим человеком. Это классная профессия, она имеет востребованность в любой точке мира. То есть можно уехать, мало ли что может произойти, или просто ты путешественник, ты можешь совместить и путешествие с работой, соответственно. Это большой опыт, он как бы и пригодится и в работе. Вот. Парикмахерская от барбершопа отличается тем, что барбершоп – это не просто парикмахерская, это место для общения, тусовок, можно сказать, как мужской клуб. Здесь можем поговорить на разные темы. Опасной бритвой всегда поначалу страшно. Этот навык, он со временем тоже немножко ослабевает, если его не практиковать постоянно. Поэтому мы постоянно, если даже у нас клиентов мало с бородой, мы друг на друге тренируемся, чтобы не потерять этот навык. Базовый инструмент барбера – это у нас в первую очередь машинка для стрижки волос. Также это триммер, машинка для контуров, шейвер, далее расческа широкая, расческа для разделений,
расческа для укладки, щетка-сметка, ножницы, обязательно ножницы должны быть, прямые ножницы и филировочные ножницы. Также должна быть шаветка для бритья бороды и тоже подведения контуров. Мода на мужские прически, безусловно, есть. Это сайд-парт, самая модная прическа в городе, которую нам отчасти надоело стричь. Вот. Но мы стараемся всегда подходить к этому индивидуально и всегда персонализировать образ человека и подобрать под него то, что, предложить человеку то, что, по нашему мнению, ему больше подойдет. Проще работать с человеком, который приходит и доверяется тебе полностью, доверяет твоему стилю, вкусу, выбору, и с этим интереснее и проще работать. Уход за бородой и волосами должен быть, и он должен быть обязательно хотя бы раз-два в 3 дня. В первую очередь это мытье, желательно хорошим шампунем, специализированным мужским шампунем. Если есть борода, то бороду нужно тоже обрабатывать маслом, расчесывать, поддерживать форму, держать контур. Пришло время новостей. О том, что произошло в республике, в стране и мире, расскажет Василий Радченко. Вакцину от коронавируса Эпивак Корона признали безопасной и эффективной. Об этом говорят результаты клинических исследований, проведенных среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Работы проводились в 2 этапа. В ходе первого провели открытое исследование безопасности вакцины с участием 14 добровольцев. На втором этапе проведено слепое сравнение исследований с участием уже 86 добровольцев. Вакцинация 2 дозами вызвала у всех добровольцев выработку антител. Оперативный штаб России принял решение с 1 апреля возобновить авиасообщение с другими странами из аэропортов 13 городов страны. Это коснется международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Кроме этого, будет увеличено число регулярных рейсов с Кубой и Белоруссией. Начнут летать самолеты из России в Армению, Азербайджан, Египет, Арабские Эмираты и обратно. Восстановится авиасообщение также с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Строительные работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск пройдут в плановом режиме. Напомним, они начнутся уже в мае и продлятся до октября этого года и не предусматривают закрытие воздушной гавани. В первую очередь планируется реконструировать участок взлетно-посадочной полосы длиной 625 метров. На время работ обеспечат бесперебойное авиасообщение посредством стыковочных рейсов. При этом основная нагрузка ляжет на авиакомпании «Якутия», «Алроса» и «С7». На расписание рейсов внутри региона реконструкция не повлияет, но может сказаться на дальних перелетах. На маршруты, да, поменяется, потому что вот на дальние рейсы, скорее всего, будут ограничения, будут организованы стыковочные рейсы через Новосибирск. Основная нагрузка вот ляжет на авиакомпании «Якутия», «Алроса» и «С7». Кроме участка 625 метров, также будет установка пандуса длиной 170 метров. Это позволит соединить вот старые и новые участки. И это делается для того, чтобы войти в зиму 2021-2022 годов с полной длиной 3400 метров. То есть с 1 октября планируется уже возобновить полеты на полной длине. То есть уже ограничений никаких не будет. В Северо-Восточном федеральном университете прошли 6-е по счету Ленские встречи «Геополитика Востока. 21 век». Участники международной интеллектуальной площадки в формате дискуссий и открытого диалога обсудили геополитический ландшафт постковидного мира.
Галерея народных художественных промыслов открылась в Якутске. Мастера смогут круглосуточно продавать свои изделия. Главной особенностью и отличием от торговых рядов и центров является то, что продаваемые изделия должны обладать художественно-стилевыми особенностями Якутии и делаться только вручную. Сейчас взят курс на развитие народных художественных промыслов и в России, и в Якутии. И мы очень рады, что глава в своем послании 24 декабря отметил, что это одно из таких направлений, которое должно развиваться. Для нас это инвестиция. Инвестиция в то, что мастера станут бизнесом. И это место для пересечения туристов, которые приезжают в Якутию, и людей, которые производят наши чудесные изделия в районах. У меня к этой минуте все. А вам хорошего дня. Доброго всем утра. Спасибо, Василий. Дня. Василий, спасибо. Ну, а мы снова передаем нашим коллегам, которые сейчас находятся в Ленске. Молодой, но при этом старинный город Ленск – это прекрасное место для интересных экскурсий. Туристы или гости могут зайти в краеведческий музей, пройтись по набережной или посмотреть памятник ямщикам. Но здесь есть еще одно уникальное место – часовня, построенная на средства жителей и предпринимателей этого города. Об одном из них прямо сейчас. Откуда пришла эта идея построить часовню? Ну, эта идея пришла, она была давней мечтой оставить какой-то след в городе. И когда я переговорил со своими товарищами в Мирном, это предприниматель и генеральный директор производственного объединения «Якутский энергосервис» Жолоб Василий Алексеевич и генеральный директор ООО «Автолайф» Лисько Мирослав Степанович, эта идея была сразу поддержана, и мы приступили к строительству. Я люблю свой город, очень за него переживаю, болею. Чему именно это место? Потому что это все-таки въезд в город со стороны автодороги Мирный-Ленск. Ну и путники, которые уезжают в ту сторону, могли зайти здесь, поставить свечечку, помолиться. Это был сделан подарок городу Ленска. Его осветил настоятель нашего храма святителя Московского Иннокентия, отец Анатолий, и епископ якутский Роман. На собственные средства мы построили эту часовню и передали ее нашей епархии, нашим жителям. Зимой она в период пандемии была закрыта, сейчас она открыта, летом вообще все время она открыта, доступ есть свободный. Сколько мастеров трудилось? Где вы заказывали такие красивые росписи? Расскажите, пожалуйста, вообще о строительстве этой часовни. В строительстве участвовали наши работники, возводили само здание. Росписью занимались, московские иконописцы. Мы их оттуда привозили за свой счет, содержали. Они здесь работали месяц. Получилась такая красота. Когда идея воплощается в нечто осязаемое, что вы чувствуете, когда люди сюда заходят, водители заходят, дети тут? Конечно, очень приятно. И мы, во-первых, наш район здесь, Заозерная, Нюйская, сейчас вы видите, что строятся новые дома, этот микрорайон будет расширяться. Здесь рядом поставлен буквально большой садик на 300 мест. В дальнейшем планируется строительство большой школы. То есть этот район будет разрастаться, и, естественно, жителям будет здесь более доступно. Александр Викторович, все-таки я считаю, что ленчане – это особые люди. Все-таки люди, которые пережили такое наводнение, они сковались дважды даже, все-таки характер ленчан, он особенный. К ним, может быть, не подступиться, но вначале, если они даже немножко будут строги, немножко приезжие, а потом они как-то раскрываются и становятся очень гостеприимными. Ленчане, они как-то отличаются от других жителей? Конечно, из руин восстановить город, это, я не знаю, это надо пройти, наверное.
Потому что город на самом деле лежал в руинах. Все было снесено. Конечно, сначала, сам скажу по себе, руки опустились. Ну, жить-то надо. Начали строить, делать, и у нас получилось еще даже лучше, чем он был город. Намного лучше. И красивее, и удобнее, уютнее. Дома уже появились добротные. Ну, вот как-то так. Ну, За что вы любите свой город? Ну, за то, что, наверное, это мой город, поэтому люблю. Я здесь вырос, я здесь учился. Я отсюда ушел на службу с этого города. Ну и вернулся, я побывал, ну, поездил по всему Советскому Союзу в период службы. И я все время хотел домой. Спасибо, что вы согласились на это интервью. Я вам желаю крепкого здоровья и побольше сил и оптимизма для того, чтобы еще помогать ленчанам, вашим землякам, ну, улучшать город. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго, удачи вам, успехов. Знать прошлое, уважать историю своего края, своих предков, восстанавливать разрушенное и созидать новое. Ленчане, пережившие в 2001 году наводнение, как никто, знают истину этих слов. Храм в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского, стал поистине украшением города. Купола полностью выполнены из дерева и очень хорошо видны издалека, так как храм стоит на одной из самых высоких мест берега. Когда в колокольне идет звон, он раздается далеко по реке. Храм был построен на берегу реки в 2001 году после наводнения. В этом году он отпразднует свой 20-летний юбилей. Кроме своей уникальной архитектуры, приход славится своими плачущими иконами. У нас есть часовня, да, и там была вот эта икона Троицы, и вот эта икона там мироточила в этой часовне несколько лет тому назад. Ну, здесь можно остатки мироточения, следы мироточения увидеть на иконе. Вот я еще здесь вам показывал. На обратной стороне иконы у нас вот, видите, такие жирные разводы на самой фонарке. Все они перед мироточением, вот фанерка вся светленькая была. Потому что мне было с чем сравнить, у меня были такие же иконы. Мы их собирали, они опять проявлялись. Ну, так мы особо из этого никогда ажиотажа не делали, не афишировали. То есть, как бы, не пытались привлечь внимание публики светской к этому. Прихожане знали, приходили, целовали эти иконы. Ученые не могут объяснить, как на иконе образуются капли мира. По их мнению, объяснение подобного явления лежит за гранью науки. В храме Ленского района мироточит даже бумажная репродукция картины «Тайная вечеря». Вот, но я думаю, что в любом случае мироточение – это радостное событие, потому что оно нам говорит о том, что Бог нас помнит. Он пытается нас чем-то подтолкнуть, о чем-то предупредить, может быть, в разных случаях по-разному. Но, тем не менее, мы с вами, видя такие чудеса, мы, конечно, как-то преисполняемся, знаете, какой-то вот особенный трепет. До 20 века мироточение или слезоточение икон было редким исключительным явлением. Это, конечно, чудо Божие. Повод для нас задуматься о своей жизни, помолиться, покаяться. Наша судьба в наших руках. Мы можем менять мир вокруг себя в лучшую сторону. Менять мир к лучшему – это в первую очередь значит заботиться о родных, близких, а также о тех, кого приручил. Да, еще одного интересного собеседника и его питомца встретили наши коллеги в Ленске. Пьянящую снежную даль, три белых коня, ух, три белых коня. Декабрь, январь, февраль. Александр Николаевич, расскажите, почему вы именно решили заняться коневодством? Ну, я вырос на лошадях. Вот. Правда, не здесь, не в Якутии, в другой местности. Ну, как. И привык к лошадям с детства. Пошел на пенсию, взял лошадей. Вот. Я их обучаю. Здесь в основном не обучают лошадей, я обучаю лошадей. Есть ли какие-то определенные нюансы именно в воспитании, именно в обучении? Конечно, есть. Это дело не такое нелегкое, потому что якутские кони, они, как правило, дикие очень. Вот. А это не чисто якутский конь, это смесь уже.
Вот. И эти как-то полегче обучаются. Пошли, Ян! Пошли! А как вы к ним относитесь? Именно как к своим подопечным или это все-таки ваши друзья? Это мои друзья, это моя жизнь теперь. Я на пенсии. Вот, это моя жизнь теперь. Вот, и я очень душевно к ним отношусь. Ну я могу накричать, конечно, могу даже и замахнуться на них. Вот, потому что животные есть животные. У них у каждого свой характер, и характер иной раз, не дай бог, бывает. О, лошадка увидела знаки. Их недавно поставили и резко остановилась. Так, это у нас не лошадка, это конь. Там у них в голове такой GPS-навигатор стоит, что он один раз проехал и запомнил отлично дорогу. Вот. Он там проезжал по набережной не раз, ни два, знаков не было. А сейчас знаки, он становился. Вот. Он, конечно, умница, ну сволочь. Вот. Это характер у него был, не дай Боже. Но все, может любой фортель выкинуть в любой момент. Животное есть животное. Вот видите, вот сейчас ему что-то не нравится, он сердится. Ну, конь серьезный, в каком-то отношении даже строгий. Кто из семьи вас поддерживает, ваше увлечение? Жена. У меня жена якутка. Вот. Она меня поддерживает и очень-очень. Вот. Это, говорит, твое, занимайся и все. Если бы не она, вряд ли бы я, конечно, осиливал лошадей. Это спасибо ей, спасибо жене моей. Вот. Индеевой Яне Дмитриевне. Пьянящую снежную даль. Три белые коня, ух, три белые коня. Декабрь, январь. Ленск – город, который выжил, но это стало не концом, а скорее началом новой жизни города. Упорные жители отстроили этот город за несколько лет буквально с нуля. И сейчас, когда смотришь на него издали, создается ощущение, что это особый, отличный от других город. Ну что, друзья, вот и подошла наша командировка к концу. Увидимся с вами скоро в городе Якутске. Да, смотрите нас на канале Якутия-24 НВК Саха в передаче «Утро Якутии». Я помню старый Ленск 60-х. Из бруса деревянные дома. Бараки, стройки, на дорогах слякоть и ребятишек с нашего двора. На пустырях ватагой собирались, играли в недостроенных домах. И по огромным лужам мы катались на самодельных хиленьких плотах. В резиновых сапожках лужи мерить пытались с ребятней после дождя. Зимою с санками бежали мы на берег со снежных гор кататься допоздна. Я помню новостройки трехэтажек и как мы в школу новую пошли. Для нас тогда, мальчишек-первоклашек, безумно медленно тянулись в школе дни. Играя, забывали про обеды, потом голодные домой неслись бегом. Чтобы хрустящую намазать корку хлеба вкуснейшим маслом с белым сахарком. И город рос, все дальше наступая на дикую, бескрайнюю тайгу. И люди край суровый обживали, здесь обретая родину свою. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Спасибо, коллеги. Благодаря именно вам мы узнали, какие талантливые, чудесные, интересные люди живут в Ленске. Ну а Руслан и Полина, а также Ира успели еще и не только поработать, но Хорошо, и отдохнуть. Да. И Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Замечательно. Мне прям в Ленск захотелось, особенно в баню, вот когда Руслан там парился. Разрешите зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Доброе утро. Поздравляем свою доченьку Виталину Платонову с 18-летием. С днем рождения. Желаем удачи, успеха по жизни. Целуем, ценим, холим и балуем. Очень любим папа и мама. Также еще одно сообщение, сейчас я его найду. Здравствуйте, меня зовут Антонова Тамила, я живу в поселке Чокурдахи.
Я бы хотела передать привет моим родным, бабушке, дедушке, маме, братьям и еще моим друзьям Юле, Саиде, Даяне и всем моим одноклассникам. Всем привет! Да, ну и если и вы хотите что-то нам пожелать или написать, то смело пишите на наш WhatsApp, а также в Instagram «Утро Якутии». Ну а программа «Утро Якутии» продолжит знакомить вас с другими городами нашей необъятной республики. Так впереди нас ждут Алдан, Нерюнгри, поэтому Южная Якутия, жди нас. До свидания!